Я решила записать несколько видеоуроков по татарскому народному танцу, и если кому-то пригодится, буду очень рада. Урок первый. Положение рук в татарском народном танце. Девушки. Первое положение рук на юбочке. Частая ошибка – ручки к корпусу прижаты. Это в корне неправильно. Нужно, чтобы локоточки смотрели по сторонам. Второе положение рук на платочке. У меня его нет, я имитирую у себя платочек. За кончики платочка. Третье положение рук комбинированное. Одна ручка на юбочке, другая на платочке. И четвертое положение рук используется в том случае, если танец парный, и чтобы скрыться от мужского взгляда, татарские скромные девушки делают рукав. Мужские положения рук. Первое на пояс. Прям нужно держаться за пояс, которого у меня тоже сегодня нет. Имитирую. Второе положение рук. На пояснице ладошечками кверху. Третье положение рук. На тюбетеечке ручки, но не прижимать. То есть они в воздухе только делают вид, что прижимаются к голове. И четвертое тоже комбинированное. Одна на пояс, другая на тюбетейку. А теперь просто повторим. Название урока номер 2 – ход татарского танца. У каждого есть свое название, и я постараюсь проговаривать каждое из них, но если кому-то будет непонятен мой ломаный татарский, то в конце, когда мы будем повторять, обязательно будет внизу все прописано, и вы сможете прочитать, как это произносится правильно. Бринши Йореш. Первый татарский ход. Исполняется на полупальчиках. Делаем шаг широкий, 2 маленьких, пауза. Шаг, 2 маленьких. Раз, 2, 3. Икинши и йореш. Второй татарский ход, его еще называют стремительным. Сюда добавляется элемент перескока и бега. Показываем. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Пешинши йореш. Третий татарский ход. Очень просто исполнение. Начинаем с правой ноги. Раз, 2, 3. Подставили. Теперь с левой. Раз, 2, 3. Подставили. Снова с правой. Раз, 2, 3. Подставили. Сменим немного положение рук. И дуртенши йореш. Четвертый татарский ход. С правой ножки начинаем. Раз, 2, 3. Ножку на щиколоточке прижать. С левой. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Шедан йореш. Ход с каблука. Очень простое исполнение. На каблучок подставить. Каблучок подставить. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Аяк шедан йореш. Ход с полупальчиками. Он практически такой же, как прошлый ход, но ставится ножка не на каблучок, а на полупальце. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, полупалец, стопа, полупалец, стопа. 3, 4. Раз, 2.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но сейчас повторим все 7 ходов, изученных выше. Помним, что при исполнении всех ходов корпус мы выдаем немножечко вперед. На нашем третьем уроке мы разберем движения татарского народного танца относительно простые, несложные в исполнении. Упражнение номер 1. Эпипед. Носочки вместе, пяточки вместе. Пошли. Раз, два, раз, два, раз, два. И обратно. Раз, два, раз, два. Раз, два. Движение номер 2 – шеше. Его еще называют гармошка. Итак, раз носочки, два пяточки, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Это в простом варианте, и можно усложнить, сделав вокруг себя. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Движение третье. Измен, нанизывание. Это движение характерно тем, что оно больше не встречается ни у одного народа. Эксклюзив, так скажем. Выполняется носочек на пяточку, носочек, пяточка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движение номер 4. Шубе. Цепочка. Раз, два, три, четыре. А теперь крупно. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движение номер 5. Ике аяк белен шанштеро. Это движение очень похоже на русскую народную моталочку, но не нужно путать, так как в обычной общепринятой моталочке ножки идут очень захлестываясь назад, а здесь ножка будет идти под щиколотки движения. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Движение номер 6. Икеле бещек. Двойная зыбка. Ножка идет до уровня щиколотки, опускается немного впереди наискось и затем приходит в исходное положение. Но все это делается в прыжке. Итак, и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменяли ножку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Приподнимаем, на пяточку выводим и в исходное положение также с прыжком. Начали. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Можно поменять ножку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее движение в третьем уроке. Движение номер 8, которое называется Акцентле Теру. А строчка с акцентом. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, и семь, и 8. Повтор всего изученного на третьем уроке. Четвертый урок, в котором мы рассмотрим движения, которые чуть-чуть более сложные, чем все предыдущие. Упражнение Борма. Сначала покажу исполнение в женском варианте. Оно отличается тем, что работа ног более мелкая и прыжочек очень низенький. В мужском исполнении идет более высокий прыжок и более высокий захлёст ногами, то есть движение гораздо шире. Следующее упражнение, как разновидность предыдущего, называется Япте Борма. Буду делать в мужском варианте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и 8. Следующая разновидность этого движения – Eine Борма. Оно осложнено поворотом. То есть к обычному простому движению добавляется поворотик. Итак, правая ножка на каблучок, левая, поворот опять направо, левый. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Упражнение Б-Яхтан-Шанштурм. Женский вариант. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. В мужском исполнении происходит все то же самое, только прыжок более высокий, и ножки открываются более высоко и от колена, а не от кудыпи, как в женском варианте. Самое сложное для меня название Ике Аят Белян, когда кого. Самое длинное, что в переводе означает забивание гвоздей двумя ногами. В исполнении оно может быть не очень сложное, хотя при проучивании, особенно у детей, часто вызывает вопросы. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Движение бау, веревочка. Если в руссконародном танце исполнение идет с выворотными ножками, то в татарском народном танце ножки параллельные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
схватить и выполнить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, быстрее. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и на десерт самое вкусное и самое сложное. Очень прошу вас. Раз, закрепление 4-го урока. В заключение хочется сказать, что все, что мы изучили на этих видеоуроках, это лишь основы общепринятого татарского народного танца. На самом же деле татарский танец очень многообразен в силу особенностей этнических самих татар. Ведь, например, танец астраханских татар будет очень сильно отличаться от танца сибирских, крымских, пермских или тех же казанских татар. Но это уже отдельная тема для разговора и отдельные видеоуроки. Танцуйте вместе с нами.